место. Это ваш первый концерт после пандемии? Нет. Где вы еще выступали? Ну, во-первых, мне кажется, что мы еще во время пандемии находимся. Да. Да, у нас была, наверное, пауза в июне меньше всего, может быть, даже ни одного не было. Хотя, может, что-то онлайн мы давали. А так мы, наверное, 15 марта, как и все, пошли отмены всех. Мы же должны были у вас 9 мая играть. Да, но видите, все перенесли, и были надежды, что когда парад на Красной площади был в июне, 24-го сделать. Но вот сегодня совпали все звезды, хорошая погода, столетие ТАССР, День города Казань, День республики, в общем, все как-то совпало. И мы здесь сегодня. Мы очень рады. Ну, то есть за 3 концерта энергии накопили. Отвечая на ваш вопрос, мы уже в июле и в августе уже как-то такой какой-то график получается. А в мае было очень много онлайн-работ. Мы и работали, естественно, для врачей, для наших много песен исполняли. Какие-то коллаборации в эфире Первого канала, хотя это было в апреле, делали вечерний Unplugged. Канал доверил мне первый наш главный место наставника в 9-м сезоне. Вот сейчас уже с командой тренируемся. Так что вот это будет в октябре в эфире, но мы уже вовсю приступили. Вот как раз хотели спросить о вашем участии, да, в «Голос-9». Почему вы согласились участвовать в этом проекте? Ну, вы знаете, это в любом случае почетно, это бодрит, ты общаешься с молодыми людьми, они тебе дают подпитку энергии, я им даю весь опыт и мастерство, которое могу переложить. И главная же задача не научить их петь, а научить хорошо рассказывать песню, подбирать репертуар и поставить, чтобы не на сквозняке жили ребята, понимаете? Нужно какую-то систему координат, иначе они очень много потратят. Сейчас же какое убеждение? Все считают, что какие-то связи и финансы решают. Мое мнение, что решает просто умение так себя проявить. Это не значит, что вы должны выше всех ноты брать. Хотя это неплохо, когда у вас хороший голос. Но самое главное, вы должны быть уникальны. Нужно сделать так, чтобы вас нельзя было никем заменить. Вот что я им в голову вкладываю. Что надо трудиться и учиться писать песни самим. Потому что нет. В чем проблема ребят, которые блистают во время проекта «Голос», а дальше мы их не видим. Их проблема в том, что они не могут себе найти новый репертуар. И не следует моей главной заповеди: проявил себя, закрепи. Сейчас 20-й год, пандемия. Смотрите, мы сделали, помимо огромного количества работы, о которой я сказал, такой, которая на виду, у нас один сингл «I Love You» СПБ был в мае. Сейчас мы с Андреем Мисиным и с Михаилом Гуцериевым выпускаем в свет песню «Хочу твоего колдовства». Через 2 недели у меня релиз «Московская леди». Это все с клипами, понимаете? Да, это называется... А мне-то как раз можно гораздо меньше себя закреплять-то уже. За 40 лет уже закрепил. А вот молодежи такой пример, что надо трудиться, надо вкалывать, ребята. Иначе, когда вы начнете делать чужую работу, кто-то начнет делать вашу. Поэтому я свою работу делаю ежедневно и на полную катушку. Отличный совет, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Валерий, Извините, как вы относитесь к соцсетям? К соцсетям, если бы, конечно, это такое веяние, но отнимает времени очень много. У меня немного, я умею. Я чуть-чуть анонсировал, лечу, прилетел в Казань, сказал, прилетел. Для того, чтобы люди, которые сомневались, точно знали, артист в городе. Вот такие соцсети мне нужны. А своими счастливыми мгновениями с семьей я не думаю, что это нужно делиться, потому что это надо для тех, кто в этом участвует. Только я вот убежденный человек, что есть личная жизнь, она должна быть, на то она и личная. А иначе это превращается, и вот я сижу, вот я с вами разговариваю, вот я закашлялся, вот я чихнул, и все это в эфир, и это должно быть, ну не знаю, мне кажется, что это многовато. Даже, нет, это ваше право выставлять сколько вы хотите, но если бы невозможность проанонсировать поклонникам моей будущей встречи, меня бы там и 2 дней не было. Потому что больше, собственно говоря, я не думаю, что надо выкладывать, потому что, какая-то, знаете, внутренний цензор должен быть. Потому что раньше
думали, но не говорили. А сейчас говорят, но не думают. Все считают, что их должны смотреть и слушать. И, пожалуйста, пробивайтесь, право ваше. Но я бы все-таки равнялся на людей, которые трудятся, которые в этой жизни что-то делают, на которых можно равняться. А у нас главные герои соцсетей – это люди, так сказать, яркие представители эпохи вознаграждения, то есть быстрого успеха. И молодежь тянется к быстрому. Она перестала репетировать, подолгу заниматься. Им бы что-нибудь такое, как они говорят, хайпануть, но это я брюжу уже, как старик, конечно. Вот. А Вертинский, он говорил, великий Александр Вертинский, он говорит, что как только мы начинаем брюзжать, нас убирает другое измерение, как агентов контрразведки, чтобы мы не мешали молодежи. Поэтому я как наставник «Голоса» им не мешаю, но немножко как-то им говорю: ребята, очень важно применять энергию в правильном направлении. Иначе вы и разбрасываетесь, и у вас такое, у них у всех убеждение, что нужна связь, нужны деньги, и чем больше денег, тем быстрее успех. Нифига! Вот напишите песню, как Земфира, напишите песню, как Леня Агутин. Если вы не можете писать, как Гриша Лепс, покупайте эти песни, ищите их, эти песни. Гриша ищет. А те, кто не ищет, не имеет этих песен. Я опираюсь на себя, на друзей, проверенных времени, потому что вот Андрей Мисин, который написал для меня песни с Михаилом Гуцериевым, я его 40 лет знаю. У него консерваторское образование. Он какой-то, извините за выражение, полуфабрикат не выпустит. У него будет все до каждой ноты продумано. Вот я с профессионалами потихонечку продолжаю искать, работать, находить. Конечно, у каждого поколения своя музыка, и меня сейчас не должно быть много по определению. Должно быть больше молодых, талантливых и новых. Это нормально. А мы будем в своей классической нише, как сегодня, играть 22 неизвестные песни. Самая неизвестная сегодня будет «Казанский бит». Ну что я могу сказать? Шепчет листва у меня над головой. Здравствуй, Татарстан! Мы с тобой. Сегодня с праздником Казань, с праздником ТАССР 100 лет, с праздником Татарстан. Будем делать работу на полную катушку. Ура!